Ендеше қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ендеше таныс болыңыздар. Алаңның көкбұрышындағы жауынгер. Оның кәсіпқой рекордында бір жеңіс. Оның бойы 185 сантиметр. Салмағы 77 келі. Минск, Беларусь мемлекеті. Қарсы алыңыздар. Витал Хейтлов Павловский! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгер. Кәсіпқой рекордында бір жеңіс, екі жеңіліс. Оның бойы 186 сантиметр. Салмағы 77 келі. Ақтөбе, Қазақстан. Қарсы алыңыздар. Санжар Ташиев! Рефери Төлеген Адыкенов. Спортшылар, мені мұқият тыңдаймыз, ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Қол алсамыз. Сәттілік. Не пожали руки оба соперника. Начало первого раунда. Санжар Ташиев в красном углу и в красных шортах. Соответственно, его оппонент Витал Павловский Выходит в а-ля стиле Джон Джонс. в синем углу и в зеленых шортах оппонент Санжара Ташиева. 3 раунда по 5 минут нас ожидает в этом поединке. Первый раунд. Да, такая стойка а-ля Конор Макгрегор. Начинает От Виталия. атаку свою с передней ноги. Прямая осанка. Лоу-кик. Сайд-кик такой, да, в коленный сустав. Пытался сейчас атаковать Витал. Да, такая широкая стойка. Амплитудные такие удары ногами наносит. Слышим поддержку, как поддерживает Санжара. Санжар пока что абсолютно никуда не торопится. Видит почти все удары. Да, видим такие два разных ударных стиля, да, один собранный, второй. Пытается сейчас достать правым прямым ударом своего оппонента Ташиев. Да, и достал. Через ручку правой рукой, но достал. Лоу-кик. По От внутренней Санжара. части бедра. Видим, Виталий все хочет раскрыть. Санжара пытается искать пробелы, да, в его стойке. Идет. Уверенно двигается. Да, очень Павловский. уверенно идет Виталий на своего соперника. Лоу-кик обратно. Еще один лоу-кик, да. Уверенности не убавить, не прибавить, да? Такая уверенность, мне кажется, немного сбивает с толку. Пропускает джеб. Ташиев. Лоу-кик. Очень много, да, таких раздергиваний. Но Пропускает сейчас двойку. справа. Потрясен, по всей видимости, Павловский. Да, потрясен, пропускает. сейчас И добить теперь своего. Санжар идет, первым номером работает. Пытался сейчас добить своего оппонента. Очень взрывной Санжар Ташиев. Попал в глаз. Подожди, попал в глаз сейчас. Да, подожди, говорит Санжар Ташиев. Сейчас увидим повтор с вами. Санжар показывает, что у него, скорее всего, очень серьезные проблемы со зрением сейчас. Ткнул пальцем, кажется, в глаз сейчас. Да, вот мы видим, что Да. не самый удачный ракурс, но Кстати, Арман, по правилам, новым правилам ММА, да, нельзя разводить пальцы в сторону своего соперника. Ты автоматически получаешь замечание. Поэтому нужно собрать сейчас ладони, либо развернуть свои ладони. ну в свою смотрите, сторону. сейчас как раз таки вот этот инцидент может, конечно же, сбить, во-первых, с толку Санжара Ташиева. Потому что он сейчас несколько раз сказал, что не видит. Да, такие вещи могут сбить не только, да, там темп боя, но и сам настрой. Конечно. При этом он достал же. Это дополнительное время для Да. Павловского восстановиться после пропущенного Санжар удара. показывает, что готов максимально быстро хочет войти обратно в фазу боя. Конечно, потому что темп уже сбился. Да, главное сейчас на суете не допустить каких-то ошибок. 3 минуты до окончания первого раунда. Хайкиком сейчас атакует Павловский. Да. Давид работает первым номером, Виталий. И Хорошая пропускает серия! бой. Сверху Клинч. сейчас пытается апперкотом достать. Да, и заболтала Виталия. Санжар Давид работает первым номером.
Раз за разом пытается почему-то в клинче нанести колено. И при этом пропускает удар Да. с рук, да? Да. Только затяжной клинч, к которому у него нет никакого. Ждет, Никакой выжидает пользы. Павловский. Размашистая Да, двойка. начал уже бить. Пока что Санжар показывает хороший бой. Мидл кик. Отлично передней ногой мидл-кик. Ох, и попал в пах Виталий. Второй уже инцидент от бойца из Беларуси. Да, что-то он сегодня чистой ноги стал, какие-то грязные приемчики. Ох, Да, и было видно, да. попадание. Касательно, но попал в пах. Дают сейчас устное замечание Виталу Павловскому. И бой продолжается. Извиняется Виталий, да. И бой продолжается. Главное, чтобы Санжар, да, ментально как-то не разозлился. Ведь эмоции мешают, да, такому холодному разуму. Нужно действовать по плану, который у тебя есть. Обратно вытягивает пальцы в сторону своего соперника. Задумка была отличная. Да, такие два. Один хайкик, второй удар Ушира с разворота пытался нанести. Павловский пропускает Попадает снова. справа Санжар. Да, почувствовал Санжар своего соперника. Висит на таком боксерском сленге, да. Чувствует дистанцию Санжар, висит. Сейчас будет атаковать, конечно, зажимает своего оппонента в сетке от октагона. Да, и пытается его давить даже без ударов. Санжар пытается его давить. Лоу-кик хороший. Хоть Санжар и базовый боксер, но ногами тоже неплохо бьет. Да. Минута остается до окончания первого раунда. О, поставил блок Санжар от лоу-кика. Ох, такой обмен на джебах. Да, обоюдное попадание сейчас мы с вами наблюдали. Снова лоу-киком атакует Павловский. Санжар также оказывает всяческие давления. Ох, и удар с разворота, но в блок попал. Павловский. Ну, пока что с ручек все пропускает, да? Все удары от Санжара он пропускает. Еще один лоу-кик. И хай-кик сейчас наносит Павловский. Замедлился почему-то Санжар Тажибаев. И вот эти попытки Виталия в клинч войти, да, пока что безуспешные. Пропускает удары при входе при этом. Очень заряжен Виталий. Показывает то, что готов биться не только 5 минут. И противостояние даже идет в самом вот этом моменте, когда раунд заканчивается. До сих пор противостояние не заканчивается. Да, конечно же, яркий Виталий Павловский боец. Очень яркий боец. Я точно хочу видеть его снова в ВНС. Да, При любом- выиграет или проиграет, При все любом равно люди раскладе, будут да, при смотреть любом на него. результате. Интересный парень. И Яркие моменты первого раунда. И Арман, он показал неплохую держак, да? Голова у него держит, хоть и пропускает очень много. Смотрим красивые повторы. Попытка удара локтя от Виталия. Но Санжар все нивелировал. Защитился, грамотно ушел. И у нас начинается второй раунд. Очень интересный первый раунд мы смотрели с тобой, Арман. Да, яркий первый раунд, яркий, действительно. Я надеюсь, вы также не скучаете, наши зрители, кто смотрит нас на YouTube-канале Найза ТВ. Обязательно пишите в комментариях, как вам этот поединок. И бой продолжается. Санжар подавливает Виталия.
Еще один лоу-кик по внутренней части бедра. Да, очень много лоу-киков накинул уже Виталий, да, за этот бой. Кстати, сейчас Азамат подсказывает Санжару, чтобы тот не застаивался. И из-за того, что застаивается Санжар и расстреливает ногами Павловский своего оппонента. Сейчас Санжар пытался, да, подловить ногу и при этом пропустил с руки от Виталия. Очень Еще много один ударов. лоу-кик. Очень много ударов ногами бьет Виталий. Да-да-да, базовый боксер все-таки как-никак. Расстреливает переднюю ногу Санжара, При этом да. обратите внимание, длинные ноги, что позволяет ему оказывать вот такое вот как раз-таки давление ногами. Да, и показывает. Что Виталий происходит сейчас в октагоне, а? разговаривает. Очень интересный парень. Санжар Так, говорит, сожми кулаки. Сожми, говорит. Ну, возможно, такая некие хитрые моменты, которые отвлекают Санжара сейчас от боя, по большому счету. Интересно, да? И бьются ребята, и разговаривают между собой, диалог какой-то ведут. Невербальный, показывают, что оба готовы. О, и попал ударом Санжар. Виталий что-то говорит. Какая-то суета непонятная, разговорная. Ну, когда приходят в обычное ММА бойцы, которые потенциальные звезды поп ММА, я уверен, что даже все-таки подерется по ММА и заявит еще о себе яркий боец. На самом деле, взрывной боец. Попадает джебом сейчас очень здорово. И Павловский также яркий стиль, яркий образ. Да, и сам попадает передним джебом по Санжару, да? На мой взгляд, Павловский примерно понял сильные стороны Тажиева, и поэтому, обратите внимание, все время не дает возможности нанести правый прямой удар. Да, Арман, ты прав. Двигается, но при этом сейчас застоялся чуть на ножках, да, и пропустил И удар. сразу же наказал за это Санжара Тажиев. Постоянно двигается Виталий, наносит удары ногами, да. Санжар показывает то, что это не наносит никакого ущерба ему. Нравится мне этот поединок, очень сильно нравится. Драйвовый такой в эмоциональном плане, и в техническом. При этом мы видим немного технических всяких моментов, аспектов, знаешь, и партере, и борьбы, но тем не менее. Да, по идее мы смотрим поединок по кикбоксингу, да? Я бы, знаешь, даже больше сказал бы, что это спарринг в зале, где между собой одноклубники могут общаться. Хайкик сейчас попадает! Хайкик пропустил Санжар. Павловский! Чуть расслабился Санжар. Да, размашисто начал бить. Чуть передний разговорами расслабил Виталий. И обратно лоу-кик. Опять сейчас удар в пах. Недовольны секунданты и зрители. Показывает Виталий, что не бил в партер. О, в пах. В пах. Партер. Давайте посмотрим. Извините. Мне кажется, что не было попадания в пах. Но сейчас мы увидим Еще более раз. при таком, да, повторе. Хотя нет, было. Все-таки... По касательной, да, по касательной попал в пах. И слышим гул зала. Гул такой неодобрительный. Скандальная известность — это тоже известность, правильно? Исата? Конечно. Все равно сегодня Виталий по-любому запомнится своим соперником и зрителю нашему. Показывает Санжару очень сейчас нелегко. Встает. Встает, продолжит поединок. Да, понюхал. Я думаю, что Санжар — это не тот боец, который скажет, что не будет продолжать и не воспользоваться этим шансом, чтобы выиграть каким-то дисквалификации какой-нибудь, знаешь, как бывает иногда. Да. Говорит, я не попадал. Я не попадал. И сейчас будем смотреть. Я не думаю, что Концовка второго Санжар раунда. Тажиев — это тот боец, который будет симулировать это попадание. Да. Ну, лоу-кики, такие удары. Еще Да, один ох, лоу-кик. и какой неприятный лоу-кик сейчас Да, пропустил обратите внимание, Санжар. как раз-таки по передней ноге много пропускает Санжар. Да, очень много пропустил. Сейчас джебом как здорово попадает. Сайдкик. Такой в стиле Брюса Ли, да? Да. И сам наносит джеб Виталий.
Санжару нужно что-то делать с этими Санжар лоу-киками. застаивается очень много. Просто так стоит в каких-то моментах и в этих моментах расстреливает руками и ногами. Справа попадает Санжар Тажиев! Да, попал таким свингом справа. Санжар. Очень интересный бой. Да, не выбрасывает много ударов, да, Санжар, но при этом, если один удар выбросил и попадает, Как говорится, качеством берет. Качеством. 30 секунд остается до окончания второго раунда. Да, показывают фейковый удар ногой. О! Удар с развороту! Ничего себе! Виталий идет вперед. Очень интересный удар. Сейчас он нанес. 15 секунд. Очень динамичный, интересный бой мы наблюдаем. 10 секунд до окончания второго раунда. И Капа вылетает. Капа взлетает. Что за раунд, да? Что за бой? В концовку забрал Виталий. Напором своим, да? Я думаю, он только входит в фазу боя, да? Нашел такой Я ключ. же говорю, что-то сделал перед поединком, как это обычно делают герои Наруто. Я честно не буду сейчас придумывать, я не разбираюсь в этом. Но, возможно, это помогает. Да, Поединку. какую-то секретную мантру прочитал, скорее всего, да, и с виду очень безобидный парень, кстати, очень безобидный Да, с виду выглядит парень. как обычный ученик 11 класса, если честно. В реальной жизни обычный молодой парень. При Да. этом не скажешь абсолютно, что он вот такой может вытворять, как такой. Скейтбордист, можно так сказать, да? Да. Обычный американский школьник. Мне кажется, он нас немного обманул все-таки со своей базой. Мне кажется, все-таки базовый, возможно, Тэквондист. тэквондист. Ну какие удары он бьет ногами. Тайский боксер, да. 2 чистых ударника у нас с вами. Заряжен, Борьбы да? вообще 0. И мы не видим, и не увидим, скорее всего, даже в третьем раунде никакой борьбы. Парень заряжен, выходит на третий раунд. А вот посмотрите внимание, обратите внимание сейчас на Санжара. Санжар не настолько заряжен. Да, получает установку от Азамата Маркабаева. Возможно, мы увидим в третьем раунде борьбу. От Санжара? Возможно. Возможно, потому что в стойке пока что что-то получается, что-то не получается у Санжара. Больше нужно прессинговать, именно используя комбинации удары Санжару, на мой взгляд. Все-таки более точно он в разменах и в атаках. Да. Мы видим, Виталий более заряженный вышел, да, на третий раунд ментально. Ну, пропускает. Также удары эти он до сих пор пропускает. Слышим, как болельщики поддерживают Санжара. Да, здесь в Алматы арены очень много собрались фанатов и болельщиков, которые поддерживают Санжара Тажиева. Еще И обратно попытка с разворота от Виталия. Уже вальяжно себя чувствует Виталий в стойке, да, опустил руки. да и в целом пропускает силами джеб. такой какой-то более свободный, нежели у Тажиева. Тажиев работает в такой классической боксерской манере, обратите внимание. Высоко держит руки, высокий блок. Да, собран такой, да, можно сказать. Фронт-кик такой неприятный пропускает Санжар. Да, и Виталий работает в таком стиле тэквондо. И пропускает. Джебом атакует Санжар Тажиев. Ключ победы, я думаю, у Санжара заключается вот в работе руками, постоянной работе руками. Да, мало комбинаций выбрасывает. При этом, обратите внимание, сейчас он провалил своего соперника, но дальше действий не было со стороны Да, Тажиева. нужно было сразу, как сказать, контратаковать до своего Наказывает, грубо соперника. говоря, своего оппонента за этот пропущенный удар. Да, очередной лоу-кик в исполнении Виталия. Такой очень нестандартный парень, да, очень нестандартный. Тяжело ключ к такому парню найти. Сейчас мы, думаю, обратно выкидывает фейковые лоу-кики. О, хай-кик! Такой удар вопросом. Хайкик вопросом, да. Ну, мы получаем ответ на эти вопросы. Видели? Супермен лок, я не знаю, как это назвать даже. Супермен панч локтем, да? Да, Супермен Очень панч локтем. интересный. Техника от Виталия. Половина раунда позади.
2,5 минуты остается до окончания поединка. Санжар по ходу ищет возможность сейчас для одного точного удара. Попадает Попадает через руку. фронт-киком атакует Правой рукой. Павловский. Ну, мы смотрим на урон, да, Виталий очень много пропустил ударов, и кровотечение видно. Отличная комбинация. Попытка входа в клинч. Да, и пропускает Виталий. На этой дистанции преимущество имеет Санжар. Работает джебом, вот это, да, постоянно вот, наносит ущерб Виталию. Правый локоть сейчас. Сам пропускает Санжар. Снова Лоу-кик. Еще один лоу-кик. маскирует тем самым свой хайкик. Павловский. Еще один лоу-кик. Еще один лоу-кик. Еще один лоу-кик. Прихрамывает сейчас Санжар Тажиев. После этих лоу-киков абсолютно никак не блокирует эти удары. Да, уже перестал защищать, перестал ставить блок, очень много лоу-киков пропустил. Осталось минута 20 до окончания боя, но эти лоу-кики разбили ногу Санжару. Через ручку нанес и замедлили очень они Санжара. Конечно, да, уже попадает сейчас справа Санжара. Да, но с ручек все равно попадает Санжар, хоть и Конечно, есть замедлился. преимущество. В любом случае на руках именно. Подавливает. Подавливает. Виталий уже не разговаривает, не пропускает, да? Уже. Атакует только передней ногой, обратите внимание. Да, увидел, какой дискомфорт он доставляет Санжару. Аяқ нетеді екен, ә? Не меняет стойку, Удары, принципиально, скорее всего. Удары, которые любит Джон Джонс. Да, такие грязноватые, можно сказать, да, в спортивной сфере. Колен. Да, но они не запрещены. Облик-кики называются они, кажется. Да. И 30 секунд осталось у нас наблюдать этот бескомпромиссный бой. Кто, думаю, заберет концовку, тот и выиграет. Дождемся резкого решения, кик. если мы увидим. Еще обратно, кик, еще один. Хорошая была задумка на самом деле. Да, отбил он на Посмотрим, противостояние не заканчивается даже после На этом окончания бой, боя. походу, не заканчивается, по всей видимости. Очень эмоционально, в эмоциональном плане очень, да, такой тяжелый бой мы смотрели. Да. Ждем официального решения судей. Битва двух характеров. Ну, по урону пока что... По урону именно судить, если Санжар выиграл. Но по активности все-таки более активен был Павловский. Да, Больше ударов. И более разнообразную технику показал. При этом Виталий. Санжар в последнем раунде особенно застоялся. Во втором раунде в целом он уже были моменты, где он заставился. Но, возможно, все пропущенные удары в пах, тычок в глаза и другие моменты, которые отвлекали его, возможно, сбили настрой. Но были моменты, где он сам просто-напросто заставился. И это, на мой взгляд, мешало ему раскрыться полностью. Ну, по идее, очень равный бой мы смотрели с тобой, Арман. И судейское решение по-любому вызовет много вопросов у наших болельщиков, у болельщиков с Белоруссии. Но Ну а вы, Это пожалуйста, ММА. пишите в комментариях, как вы считаете, кто победил в этом поединке. Павловский либо Тажиев. Обязательно зрители нашего YouTube-канала Найза ТВ. Ждем судейского решения. а возможно будет и ничья. Дождемся, гадать не будем никого заранее поздравлять. Что-то Санжар, я До очень сих пор заряжен. Санжар, до сих пор в бою еще, в боевом, скажем так, состоянии Санжар Тажиев. Да. Для Санжара бой еще не кончился. Да, это точно.
Tavukta. Koyup sağ adamları yok, koyuşmuş adamları yok. Затянулось у нас судейское решение. Все-таки, наверное, бой будет раздельным решением судей. Опять-таки мы гадаем, дождемся. Дождемся. Все внимание на экран. Ну, Наруто. Mırzalar 3 raunddan keyin töreşlerimizin şeşimine жүгінеміз. Birinci töreşi 28-29. İkinci töreşi 29-29. Üçüncü töreşi 29-30. Жеңіске жеткен. Алаңның қызыл бұрышы Санжар Тажиев. Санжар Тажиев одерживает победу в этом поединке. Причем один судья отдал победу, отдал ничью 29-29. Один из судей отдал победу решением большинства. Решением большинства, да, выигрывает Санжар Тажиев. Как я и сказал, этот бой вызовет много вопросов у болельщиков, да, с одного конца и с другого. Разговаривают Санжар с Виталием. Жалко, нам не слышно, о чем они общаются. Да. Что за... Я думаю, это противостояние, возможно, получит какое-то продолжение, да, в нашей лиге. Я бы хотел посмотреть реванш. Так, у нас какая-то суета начинается. Санжар недоволен. Или недоволен Витал Павловский. Непонятно, что происходит сейчас. Я предполагаю, что Санжар все еще в состоянии боя находится до сих пор. Что же все-таки произошло с Санжаром, как ты считаешь, Сюдай? Да, скандальный такой турнир у нас получается. Возможно, сдали эмоции. Не знаю, как у телезрителей, но есть такое негативное послевкусие от бойца из Беларуси. Несколько раз нарушил правила, ткнул в глаз, 2 раза четко попал в пах, но не признавал. Я не говорю, что он это делал специально, но факт есть факт. Даже на замедленных повторах это видно, поэтому тяжело что-то говорить. Я бы, в принципе, если бы не желтая карточка, я бы посчитал ничью. Да, это было бы, наверное, справедливо. Но мы прекрасно понимаем, что желтая карточка — это всегда плюс в сторону одного бойца, который не получал эту карточку, да, как раз. Если ты получил, у тебя минус 1 балл, грубо говоря, поэтому здесь вот этот фактор он зарешал на самом деле. Если бы не было желтой карточки и Павловский без нарушений провел этот поединок, как минимум ничья у нас была. А возможно, может, и выиграл бы, да? Кто его знает. Что было бы, если бы не было нарушений от Виталия Павловского. Но в итоге, что имеем, то имеем. Не до конца выложился по ходу поединка. Не дорабатывал, было видно, что и тот, и другой немножко не смогли полностью реализовать то, что хотели.